Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто за вами следит? И с какой целью люди за вами следят, либо человек следит? Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Господи, кости ваши показали. Ой-ой-ой. Ой. Слушайте, прям разволновалась, увидела, и как жаром обдало. А вы знаете, кто за вами следит. Вы знаете, вы чувствуете это, вы чувствуете. Вот одного человека 100% вы знаете и чувствуете. Постоянно кости вам перемывают, постоянно. Человек не замечает, как вам тяжело, но прям свято верит, что вам с неба падает, что вот кто-то из золотой ложечки вас постоянно кормит, что вы вот не клятый, не мятый, а все имеете, все получила, везде победила, всего достигла, все порешала, да? Потому что вы такая вот нечестная, везучая, потому что с неба падает. А вот ей, бедной, несчастной, замученной жизнью, такое не перепадает. Вот она постоянно по косточкам вас разбирает, да, кости вам перемывает. Женщина, вы ее знаете. И у вас уже не раз с ней были стычки, и еще, наверное, будут, да, потому что она никак успокоиться не может. У нее жизни своей нет, и всю свою жизнь она посвятила чему? Правильно, зависти, негативу, токсичности. Это уже ее не просто как хобби, это уже смысл ее жизни. Без этого она себя не видит. Какая-то прям грязная сплетница, черноротая женщина. И у нее очень неприятная энергетика, от нее уже люди шарахаются. Хотя есть и те, кто, ну, как ровня ей, да, с кем они там вместе собираются, и давай вас, значит, вот по косточкам разбирать. Но это больной человек. Больной. Болезнь называется зависть. И она давно уже этим болеет. К сожалению, от этой болезни нет лекарства. Зависть, она разрушает. Медленный такой, знаете, тихий убийца разрушает. И эта женщина сама себя разрушает, завидуя не только вам, но и завидуя другим людям. Ну, людям, которые не опускаются до ее уровня, люди, которые борются, работают, достигают, да, вкладываются, развиваются. Вот таким людям она завидует. Но я так понимаю, что вы самая яркая, самая видная. И, ну, возможно, у вас даже какие-то общие моменты были, там, где вы достигли, а она руки опустилась и ни с чем ушла. Вот. Ну, как-то параллельные, да, моменты. И вот вы для нее как самая главная кость в горле идете. Пытается против вас натравливать, накручивать людей, но у нее это не очень хорошо получается, потому что, ну, сейчас жизнь такая, да, людям ни до кого нет дела, там, лишь бы самому прожить день, да, либо там со своими задачами справиться. И вот она прям ходит буквально с пеной у рта, доказывает, вот какая вы плохая, какая вы нечестная, что у вас все там с неба упало, да, маной вас присыпала, а вы еще и такая вот жадная, задавака, гордая, да, какие-то такие вещи вам приписывают негативные. Ну да, на больных не обижайтесь. Вы прекрасно знаете, кто эта женщина. И, ой, тут уже ничего не попишешь. А диагноз, я уже сказала, да, это зависть. Дальше, мои хорошие, вот тут больного мужчину показали. Но не пугайтесь, он болен вами. Никаких таких болезней у него нет, но он болен вами. У этого мужчины откат пошел. Мужчина явно не свободный. И мужчина, который побоялся Луну на Солнце поменять. Луна, я так понимаю, это его женщина, его жена, а вы его Солнце. Вот так вот в ночи остался жить. Да? Живет в полной кромешной тьме, никакого там лучика света у него нет. Луна светит, но не греет.
там обман сплошной идет в отношениях, а вы его солнце. Вы были его солнцем, вы есть его солнцем, и солнцем его будете. Но он трус по натуре, он побоялся. Вот побоялся то ли вам признаться в своих чувствах, то ли он побоялся изменить свою и вашу жизнь. Вот знаете, такой вот, как сказать, ну не хочется никого, конечно, обзывать. Ну, трус, да, вот трус ему идеально подходит. Вы тоже понимаете, о ком я говорю. Несвободный человек. И то ли этот человек, ну, у вас с ним роман мог быть, да, ну, там завязалась, искры туда-сюда бывает. То ли этот человек, вы чувствуете, что вы ему нравитесь, он там ходит, облизывается, слюнки глотает, но ничего не делает. Да, ну, потому что страшно. Ну, потому что как же, я же все потеряю, а вдруг я там без ничего останусь, а вдруг я по миру пойду, а вдруг я просчитаюсь, вдруг я прогадаю. Страшно, да, неуверенный в себе человек и боится. Променял, да, променял свою жизнь и променял Солнце на Луну. А с вами его бы жизнь вообще по другому сценарию бы сложилась. С вами бы он, понимаете, в небесах летал, на 7-м небе от счастья бы отдыхал. Потому что вы и сами по себе такая яркая, вы энергетически наполненная, вы прям достигатор такой настоящий. Вы умеете и стимулировать, и подтолкнуть, и идеи вдохновить. Вы крутая, вы очень крутая. И с вами, конечно, это было бы совершенно другое. Ну, видите, трус, он и есть трус. А теперь он за вами украдкой наблюдает. Вот у кого есть соцсети, он постоянно в них пасется. Не знаю, подписаны вы друг на друга, он может и даже как-то там взламывать, либо как-то обходить эти подписки, но постоянно следит. И также, если вы где-то вместе там рядом работаете, либо проживаете где-то недалеко друг от друга, постоянно следит, у него уже какого-то палтуса, да, глаза на затылок переходят, да, вот лишь бы посмотреть. Вы его муза, вы его мечта, но он ничего не сможет сделать, чтобы быть с вами, потому что побоится. Тогда боялся и сейчас боится, хоть и понимает, что жизнь проходит, время уходит, счастья в жизни нет, но все равно страшно. Вот такой вот персонаж. Кстати, у кого-то еще может отыграться, что это ваш бывший, который, например, погнался за материальным, да, может, себе выбрал какую-то девушку богатенькую, либо из богатой семьи, либо там за какими-то, не знаю, перспективами погнался. Ой, как он пожалел, как же он пожалел. Он не было бы и дня, чтобы он не проклинал свою трусость и то, что он такой неправильный сделал выбор. Жизнь не сладкая. Ну, представьте, живет с Луной. Луна, она красивая, да. Но Луна искажает, Луна не греет. И свет от Луны, он очень слабый. И опять же, мне идет, что там какое-то паразитирование идет. То ли он паразитирует, то ли на нем паразитирует, а может, они там друг на друге паразитируют. Счастья там нет. Вот нет и все. Там какой-то даже замогильный холод мне идет. Знаете, противно даже на такую пару смотреть. В общем, ничего хорошего. Извините, но скажу, как вижу. Да, ничего хорошего. И все, что у него сейчас есть, это следить за вами, какие-то украдкой моменты, там, полюбоваться, понаблюдать, помечтать о вас. Да, это все, что у него сейчас есть. Он такой, знаете, неумный человек. Неумный, трусливый. И жизнь свою он уже проиграл. Дальше, мои хорошие, следит за вами молодой мужчина, причем следит он за вами недавно, да, недавно он вас увидел, либо недавно он о вас узнал. Тут больше, знаете, как увидел? Увидел, что вы где-то с кем-то общались, либо вы где-то были, вот какое-то, знаете, место, может быть, там, магазин, например, да, булочная, либо... Может, корпоратив какой-то был, может быть, был чей-то день рождения, не знаю, где-то вы были. И этот мужчина вас там впервые увидел. Вы прям врезались ему в память, и в сердечко ему прям попали. Видите его сердечко? Мужчина, у которого нет, вернее, не было серьезных намерений, мужчина, который, прям совсем в любовь не верит, он верит в плотское, в удовольствие, да, там, в эти все интимные моменты, но никак не в любовь. Вот, наверное, не случалось с ним, да?
И тут он вас увидел, и такой, что за женщина, что за нимфа, что за красоточка такая, да, стал вами интересоваться. Не может он о вас не думать, и вот какой-то друг, что ли, у него есть, да, который ему то ли о вас рассказывает, то ли, может, это друг где-то рядом живет, а может быть, это какой-то ваш общий знакомый, да, вот через него как-то он хочет за вами следить, либо уже следит за вами, да, через этого друга. Вы знаете, я скажу так, тут гвоздика показана. Если этот мужчина в вас влюбится, то влюбится уже навсегда. И еще показано, что между вами есть какое-то различие. Ну, допустим, мужчина может быть моложе, чем вы. Также может быть, что вы сейчас не свободны, а он, например, абсолютно свободен. Может, у вас ребенок есть, а у него нет никаких детей, да, вот какое-то есть различие между вами. И еще может быть национальное различие, да, у вас разные нации, вы как разные религии, может, даже расово как-то вы разные люди. Вот есть различия. То есть очень много камней на пути друг к другу, но мужчина, он подзалип на вас, вот как-то так мне идет. И его прям к вам тянет, да, тянет. И тут даже не про плотское, а больше про, ну, вот сердечное, да, сердечное. Он такой, не понял, а чего у меня сердце так стучит? Не понял. А почему я тут потею, бледнею? А почему, когда я не думаю, у меня прям такое тепло по венам разливается, да? Вот что-то необычное с ним происходит, и, конечно, его это завораживает, но и в то же время немножечко пугает. Как, знаете, интрига какая-то, да, во всем этом есть. Я не вижу, чтобы этот мужчина к вам проявился в ближайшее время, потому что у него какая-то работа, ну, серьезная, ответственная, либо с разъездами связана. Но вот чем дольше и дальше он от вас, тем сильнее он ощущает притяжение к вам, тем больше он о вас думает, тем больше вот желания в вашу сторону, желание вот именно узнать, кто вы такая, познакомиться, там, пообщаться. Да, вот как говорят, тянет очень сильно. Ну, с правой стороны, в принципе, фрагмент вышел справа, еще по центру. То есть, скорее всего, что-то будет, да, продолжение, возможно, будет. Давайте я сразу на картах посмотрю, будет продолжение или нет. Потому что интересно показали. Вы как по молоденьким мужчинам готовы, девушки? Многие так этого боятся, многие такие, нет, ты что? На самом деле, Господи, сколько той жизни, да, зачем себя лишать радостей, да, возможностей. Была одна отсыпка, там, где мужчина тоже молоденький выходил, так мне столько комментариев накидали, что как так, этого не может быть, это плохо, это нехорошо. Где вы это взяли? Ну скажите, ну почему старым мужикам там можно молоденьких девушек любить, а значит красивой взрослой женщине нельзя? Вы серьезно? Почему? Ну, карты сами перевернулись. Так, интересно. Он как-то по вам с ума сойдет. Просто в какой-то момент этот мужчина по вам с ума сойдет. Слушайте, ну а что происходит? Ну-ка, что происходит? Каждую отсыпку, когда я беру карты, всегда клевер на вас выходит. Девушки, я скажу так, если вы женщина свободная, то этот парень, он будет пробиваться, он будет за вами ухаживать, он вообще начнет с того, что он вам начнет писать, ну, либо по телефону как-то с вами общаться. И буквально уговорит, да, уговорит вас на шанс, на свидание, на общение. И он не такой уж молодой, да, может быть, он по годам молод, но по душе, по менталу он зрелый человек. Зрелый, взрослый, такой, знаете, сгруппировался, у него есть расстановки по жизни, ну такой, знаете, неплохой. Если у вас есть мужчина, то он не пойдет на то, чтобы за вами ухаживать. Знаете почему? Потому что он вас полюбит и скажет, ну как так, если она выбрала другого,
я не имею права вмешиваться в ее жизнь, я не имею права за ней ухаживать, я не имею права разрушать ее отношения, да? То есть не захочет вам навредить. Он будет вас любить, вы прям для него будете богиня, он будет всю жизнь искать женщину хотя бы приблизительно похожую на вас. Вот хотя бы приблизительно. Не только внешне, но и по характеру, и по проявлениям. Именно так. Так, еще. За вами следят ваши соседи. Я не знаю, кто по даче, по квартире. Какие-то соседи за вами следят. Они вас в чем-то подозревают. Я не могу сказать, в чем, вы все разные, но тут смех и грех, понимаете? Они неплохие люди, вот честно, с правой стороны неплохие люди. Тут, как знаете, муж и жена получаются, да, либо вот если двое живут, там, мать и дочь, мать и сын, там, отец и дочь, отец и сын, может, там, не знаю, две сестры, два брата живут. Ну вот вдвоем они вас в чем-то подозревают. Это какая-то ошибка, это какая-то случайность, да, но у них есть подозрения по поводу вас. Вы для них какая-то подозрительная, странная персона, и им очень хочется либо разоблачить вас, либо узнать всю правду. Правда или нет, может прийти и просто извиниться, потому что зря подозревают. Либо пойти накатать на вас заявление. Даже такие мысли есть. В чем подозревают, не скажу. А вы мне может, и мне не надо, себе ответьте. Вы как в отношениях с соседями? Вы поддерживаете хорошие отношения? Знакомы со своими соседями? Но вот люди такие забавные, чудные, ничего плохого не хотят, они хотят правду узнать, да, правды добиться. Но вот у них есть подозрения. Может, у них кто-то что-то там, не знаю, портит, да, либо забирает, и они подумали на вас. Может, там случайно вы мимо проходили, либо вы выходили, дверью хлопнули, и они подумали, что это вы. На самом деле это кто-то другой. Следят за вами, следят, но пока ничего подозрительного не увидели. Пока у них только вот какие-то свои эти наметки, догадки, но конкретных фактов у них нет. То есть они на вас смотрят и думают: господи, женщина красивая, приличная, воспитанная, но неужели она этим занимается? Но с другой стороны, вот что-то такое стечение обстоятельств произошло, что они на вас подумали. Вот, лучше походите, пообщайтесь со своими соседями. Либо пусть будет как будет, если они ошиблись, они это осознают и будут даже какую-то свою вину перед вами чувствовать. С правой стороны, то есть это не во вред, и вредом для вас никогда не станет, вредным, вернее, не станет. Но тем не менее, да, чьих-то соседей показали. Тоже мне Шерлоки Холмса, да, либо эти, кто криминалисты на пенсии. Почему-то мне пенсия идет, да, может, это действительно какие-то пенсионеры. Им немножко скучно, и так они развлекаются, да, подозревают людей. Но что есть, то есть. Не обижайтесь на них, они хорошие люди. Просто немножечко не туда повернули. В мыслях, да, не туда повернули. Так, и на работе у кого-то еще отыграется ситуация. Вот кто работает в коллективе, либо это какое-то предприятие, да, за вами могут следить, причем следят по просьбе кого-то. Допустим, да, вас хотят премировать, либо номинировать на должность. И прежде чем это сделать, хотят проследить, вот справитесь ли вы, потянете, как вы реагируете в стрессовых ситуациях, как вы реагируете в конфликтных ситуациях, насколько вы эмоционально, ментально готовы занять должность, насколько можно вам довериться, насколько вы чистоплотный, ответственный, порядочный сотрудник. Понимаете, тот, кто вас знает издалека, по имени и фамилии, скорее всего, да, какой-то начальник высокий, вот он просматривает вашу кандидатуру и кого-то попросил за вами последить. Тот, кто за вами следит, никаких задних мыслей по поводу вас не имеет. Лицо не заинтересованное, лицо максимально отстраненная, да, вот мне дали задание, я его выполняю. Вот, человек за вами присматривает. Я даже не скажу, что следит, присматривает, да, присматривает. Возможно, вы чувствовали чьи-то глаза на себе. Да, вам не показалось, так оно и есть, за вами присматривают. Здесь неплохое событие, а скорее очень перспективное.
И почему-то вот еще идет, что вы скоро обо всем узнаете. Не ругайтесь, не возмущайтесь. Ну, так случилось. У кого-то, кстати, еще может отыграться, что на вас кто-то мог пожаловаться из подлости, из зависти. Вот решили вас подставить. Но начальник решил разобраться и решил, ну вот, к вам присмотреться, да, за вами последить. Такое тоже может быть. У кого-то конкретно такая ситуация отыграется. Ну и тот, кто за вами следит, беспристрастен, да, он просто наблюдает и потом сделает свой вывод и передаст какому-то уважаемому лицу. И будет приниматься решение. Да, у кого-то может быть такое, что на вас кто-то пожаловался. Пожаловался тот, кто сам из себя ничего не представляет, либо обзавидовался человек, либо решил на вас свои какие-то провинности перекинуть. Что, типа, я не виноват, не виновата, это вот она плохо работает, либо она что-то не так сделала. Да, такое тоже могло быть. Ну, есть много людей злых в мире, и людей, которые любой ценой готовы свою шкурку спасать. Не могут признавать свои ошибки, но готовы на других перекидывать свою вину. Не вижу ничего плохого, наоборот, вот вы все узнаете, все выяснится, все, как бы, знаете, даже как-то приведет к тому, что ваше начальство к вам будет лучше относиться, с большим доверием и даже, возможно, какими-то очень классными перспективами для вас это все обернется. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.